Сейчас будем делать вакцинацию от сибирской язвы и МКАРа для крупнорогатого скота. Все, да, так быстро? Да. Пару секунд и готово. Животное привито, а значит, хозяева могут не переживать за своих коров. Но прежде чем говядина и молочные продукты попадут на прилавки, их нужно тщательно проверить. Врачи Сунжинской ветеринарной станции выехали на одну из ферм на окраине города, чтобы обезопасить коров и хозяев от опасных болезней. Брали пробы крови для исследования на бруцеллез лейкоз и провели вакцинацию против сибирской язвы и МКАРа. Крайне важно своевременно проводить данные мероприятия, то есть отбор проб крови для исследования на особо опасные болезни и проводить вакцинации против таких же болезней, особо опасных и общих для человека и животных. 25 голов крупнорогатого скота привиты, забор крови для анализа произведен. Профилактика заболеваний обычно проводится весной и осенью, охватывая все районы республики. Врачи фиксируют частичные заражения КРС бруцеллезом, но массового заражения и случаев инфицирования людей, по их словам, пока не зафиксировано. Избежать больших потерь помогают ряд эффективных вакцин. Вакцина, она бесплатная, мы проводим ее бесплатно, вакцинируем животных. Она разная, то есть против сибирской язвы и МКАРа ассоциированная, есть отдельно против сибирской язвы, против бешенства, против лептоспироза, против ящура. Их огромное количество, в общем их 13. В ветеринарном участке составляются сопроводительные документы, после чего кровь животных отправляет в республиканскую ветеринарную лабораторию. Тут все строго и стерильно. Здравствуйте. Значит, материал принимается. Пробирки с материалом для анализа передают через окошко в приемную, далее кровь расходится по отделам, где проходит тщательный анализ на все имеющиеся вирусы и инфекции. На все про все уходит от 3 до 4 дней. Исследования проводятся ежеквартально. У нас есть план на каждый год, рассчитанный, разбитый по кварталам. И в данном случае второй квартал у нас идут исследования мелкорогатого скота 5000, крупный рогатый скот тоже 5000. Идут лошади, 385 голов лошадей. При выявлении болезни мы предупреждаем хозяйство, главных врачей, участковых врачей и даем указания по методическим указаниям по бруцеллезу или лейкозу. В мае этого года республиканская лаборатория получила специальную лицензию, а сотрудники выезжали на стажировку в московские научно-исследовательские лаборатории, поэтому сомневаться в их компетенции не приходится. Если же вдруг обнаружится инфекция, завезенная извне, действует ограничение на ввоз продуктов животного происхождения при содействии санэпидемстанции, Россельхознадзора и местных властей. Только так можно остановить распространение множества заболеваний. Михаил Тангиев, Магомед Дасхоев, Новости 24.